Ямиль Мустафин. Рассказ «Адвокат». Сборник рассказов Ямиля Мустафина выпущен в Казани в татарском книжном издательстве в 2007 году. В сборник вошли лучшие рассказы известного писателя Ямиля Мустафина. Книга дает довольно полное представление о его творчестве. Издание подготовлено к 80-летию Мустафина. Адвокат. Учебный год 1937 году в Тайшете начался дождливой, слякотной погодой, хотя обычно 1 сентября одаривало веселыми солнечными днями. Железнодорожная школа находилась в 30-40 метрах от тупика, куда частично загоняли порожняки, и мы, ученики младших классов, во все глаза глядели на пыхтевший под окнами паровоз, горластых сцепщиков, повелительно размахивающих то красными, то желтыми флажками. В длинных, баракообразных корпусах, построенных еще до революции, размещалось по 3-4 класса. Я, ученик 3-го класса, не был забиякой или драчуном, однако постоять за себя и слабых умел всегда. И когда второгодник Верзила Витька Судаков на глазах у всех накрошил в мою непроливашку мел, и чернила запузырились, а он победителем прошел мимо, я схватил свою холщовую в фиолетовых разводах сумку, утяжеленную пеналом, книгами и разными железками, и огрел обидчика по спине. Класс, который только что хохотал надо мной, одобряя поступок неофициального предводителя, притих в ожидании страшного неотвратимого мщения. Судаков развернулся и, вырвав у меня сумку, отбросил ее в сторону. Инстинкт самозащиты у меня сработал быстрее, чем я подумал, что делать. Я не помню, как у меня оказалась в руке тяжелая метровая линейка, которой разлиновывали классную доску. «Подойдешь, огрею!» – процедил я сквозь зубы. Вид у меня на самом деле был, наверное, отчаянный и решительный. Витька постоял, набычившись, и вдруг мирно сказал: «Ладно, Яшка, я пошутил, а ты тоже сразу сумкой». «А чего ты?» – буркнул я. «Ну, с тех пор мы стали друзьями. Учился я на хорошо и отлично, поэтому, как принято в школах в таких случаях, меня посадили на Камчатку, а Витьку Судакова на первую парту, чтобы он всегда был перед учительским оком. Я очень завидовал ему. Он мог часами смотреть на нашу любимую учительницу Веру Ивановну, которая была для меня самой красивой на свете учительницей, самой обожаемой. Мы частенько менялись с Судаковым местами. Он охотно шел на Камчатку, а я, затаив дыхание, как самый благовоспитанный ребенок, с первой парты во все глаза смотрел на свою любимую учительницу. Большеголовый, оболваненный под нулевку, как и все мальчишки, наверное, я раздражал учительницу своим излишним вниманием и ненормально проницательным блеском глаз, и еще более тем, что сидел не на своем месте. Вера Ивановна могла вдруг сказать: «Яша, почему ты опять сидишь на первой парте? Сколько раз я могу повторять?» После такого приговора я, чуть не плача под смех ребят и под хихиканье девочек, понуро шел на свою Камчатку. Навстречу мне также нехотя двигался Судаков и бурчал: «Говорил я тебе!» «А чего говорил, когда сам пуль летел на мое место?»
Так мы с Витькой менялись местами до нового 1938 года. Вера Ивановна, видя мое маниакальное упорство, часто делала вид, что ничего не произошло, когда я снова оказывался на первой партии перед ее глазами. В таких случаях уж я торжествовал над всеми, кто смеялся надо мной. Бывали счастливые дни, когда я просиживал на первой партии все 4 часа. Не знаю, были ли в других школах такие учителя, как наша Вера Ивановна. Она приглашала нас к себе в дом на привокзальной улице и читала наизусть сказки Пушкина, Конька-Горбунка Ершова. Читала так музыкально, что мы, затаив дыхание, слушали, боясь шевельнуться. Для меня, да, наверное, и для всех это были не сказки. Мы слышали рассказ про удивительный мир, который увидела наша счастливая учительница. У Веры Ивановны были 2 девочки. Оля 6 лет и 3 лет Наташа. Девочки тоже внимательно слушали свою маму, никогда не капризничали, не шумели. Нам с ними тоже было очень хорошо, и я любил девочек так же искренне, как и Веру Ивановну. Отца Оли и Наташи мы почему-то ни разу в доме не встретили и не знали, где и кем он работает, хотя мы, детвора, безошибочно могли сказать про любого хозяина дома, что он делает, куда ходит на работу. Поселок Тайшет был небольшой, и люди знали друг о друге абсолютно все. И только однажды, когда кто-то из девочек полюбопытствовал, что за портрет висит на стене, вихрастый, большеглазый, в гимнастерке дядя, Вера Ивановна тихо и грустно сказала: «Это наш папа». «Он в командировку уехал», — добавила Оля. Тогда я приревновал этого дядю к Вере Ивановне и был бесконечно рад, что он уехал в далекую командировку. Вера Ивановна впервые в нашей жизни устроила нам новогоднюю елку. Для таежной красавицы мы сами сделали игрушки из цветной бумаги, картона, шишек, ваты, конфетных оберток. На земле, пожалуй, тогда не было елки наряднее нашей. Я на всю жизнь запомнил тот сказочно веселый праздник. Наша Вера Ивановна была под стать той волшебной елке. С ее веселостью и красотой не могли бы сравниться даже сегодняшние снегурочки, хорошо усвоившие, как надо себя вести на новогодних елках. Русые, коротко подстриженные волосы Веры Ивановны едва касались кружевного воротника голубого платья, подпоясанного серебряным узким ремешком. Мы были уверены, что поясок был из чистого серебра. Разрумянившееся от смеха и веселья лицо ее счастливо сияло. Большие голубые глаза дарили любовь каждому из 42 детишек, которые тоже отвечали ей преданностью и любовью. Не знаю уж, как Вера Ивановна могла управлять нами, совершенно обалдевшими от счастья. Ее Оля и Наташа спокойно и с интересом взирали на шумливых учеников мамы. В тот удивительный, неповторимый вечер, наверное, только я один чувствовал себя непрекаянным и всячески сторонился Веры Ивановны. Я не играл ни в какие игры, не водил хороводы. Я был, как говорится, тише воды, ниже травы, что было так несвойственно для меня, сироты, росшего без присмотра и родительского глаза.
Необыкновенная красота Веры Ивановны в тот новогодний вечер сковала меня, и я ненавидел каждого, кто подходил к ней, и, улучив момент, брал ее руку. Я смотрел на Веру Ивановну трепетно, с замиранием сердца, боясь своим прикосновением причинить ей неприятность, а может и обидеть, ведь она всегда меня отдаляла от себя, сажала на Камчатку. Я долго пребывал в таком опустошенном состоянии, и неожиданно Вера Ивановна, перекрыв визг, смех, песни ребят, громко окликнула меня: «Яша, ты чего же так обходишь свою учительницу? Ребят сторонишься!» И, взяв мою сразу вспотевшую руку, втянула в хоровод и весело запела: «Как на Яшины именины испекли мы каравай, вот такой ширины, вот такой вышины, вот такой ужины». Мальчишки и девчонки стиснули меня, а учительница сказала: «Ага, Яша, попался, теперь ты от меня никуда не уйдешь». От этих обыкновенных слов мое сердце вдруг ёкнуло, и от счастья забилось часто-часто, и с непонятным страхом. Такого не бывало даже тогда, когда я лазил за огурцами в чужие огороды. Уши предательски запылали, будто с мороза. И я вдруг впервые за весь вечер засмеялся, заверещал, подражая плясунам, затопал валенками и даже безголосо запел. Я был уверен, что моя несравненная, обожаемая, самая красивая, самая добрая учительница на свете любит меня. Ведь только мне одному Вера Ивановна сказала: «Теперь ты от меня никуда не уйдешь». Теперь меня уже ничем нельзя было удержать. Я ошалелым бесенком носился возле елки, не боясь, что в любое мгновение могу обжечься о горящие на елке парафиновые свечи. В ту ночь я впервые в жизни познал, что такое бессонница. Я долго ворочался на шубе, расстеленной под столом, и в которой уже раз переживал счастливый новогодний вечер 1938 года. Уснул я под утро, когда в курятнике на кухне сипло закукарекал галашей петух, накануне изрядно пощипанный неизвестно как появившийся в доме Лаской. После каникул мы долго ждали появления нашей учительницы. Наконец, к нам в класс вошла директор школы Лидия Михайловна. Она поздоровалась с нами и, глядя мимо нас в заснеженное окно, глухо сказала: «Дети, уроков не будет, идите домой». Мы застучали от радости крышками парт, затопали, закричали: «Каникулы продолжаются!» И тут бежал Витька Судаков и закричал: «Ребя, Веру Ивановну арестовали! Она в арестантском вагоне на станции! Айда к ней!» Мы все разом, как вспугнутые голчата, рванули с парт и, сталкиваясь в дверях, помчались на станцию, благо она была всего метрах в 300 от школы. Действительно, напротив вокзала одноэтажного дореволюционной постройки здания стоял товарный вагон, возле которого ходил охранник в валенках, белом полушубке, шапке с винтовкой за спиной. Оконный люк вагона был зарешечен и обвит колючей проволокой. Незнакомые лица мужчин и женщин с любопытством глядели на нас. Они что-то говорили охраннику, тот отвечал отрывисто и уныло, отмерял несколько шагов вперед и столько же назад, и время от времени почему-то заглядывая под вагон. Мы выстроились напротив вагона и дружно крикнули: «Вера Ивановна!». У окна произошло какое-то замешательство. Потом показалось лицо нашей любимой учительницы. Она просунула между колючих проволок пальцы и помахала нам.
Я скоро вернусь, дети. А сейчас идите домой. Голос ее дрожал. «Хрена с два вернешься! А вы, шпана, марш отсюда!» — рявкнул на нас охранник. Мы даже не шелохнулись, а продолжали стоять упрямыми бычками. «А ты, вражина, убери руку, а то пальну!» — погрозил он Вере Ивановне. «Зачем же при детях?» — спросила его учительница. «Ах ты, антилегентка! Учить вздумала еще! Хрена с два выйдешь! Отойди от люка!» И охранник стал снимать с плеча винтовку. И тут какая-то сила толкнула меня вперед. Я огрел своей тяжелой сумкой охранника по спине. Остальные ребята вцепились в него, словно лайки в медведя-шатуна. Редкие прохожие стороной обходили непонятную странную бучу. «Дети, прошу вас, перестаньте!» — испуганно закричала сверху Вера Ивановна. И только когда она, обессилев, сказала: «Яш, хоть ты-то прекрати!» Я словно проснулся и отступил. За мной отошли остальные ребята. Охранник продолжал браниться и грозил арестантам всеми карами, ругался, на чем свет стоит. Дома я забрался в конуру к собаке и долго оплакивал свою любовь. Дамка лизала меня горячим языком и поскуливала. Вечером пришел с работы брат и с порога бросил: «Ну-ка, где наш адвокат?» «Какой?» — не поняла его жена. «Какой? Грамотей наш». «На печке. Иди-ка сюда, адвокат», — приказал мне брат. Я понуро подошел, зная, что такой-то тон ничего хорошего не сулит. Он взял меня ручищей за подбородок и влепил пощечину. «Ишь, нашелся адвокат». «За что ты его?» «Коршуном кинулась между нами невестка». «Он знает». «Знаешь?» — прижала меня к себе невестка. «Знаю», — сквозь зубы выдавил я. «За что?» «Адвокат говорит», — ответил я, не совсем зная, что означает это слово. «Хоть знает за что», — удовлетворенно отозвался брат и повторил зло: «Ну, адвокат». Недавно я узнал, что Вера Ивановна была реабилитирована и уехала в Казахстан, где снова учила детей. Девочки ее выросли. Она живет в Иркутске, другая в Тайшете. Они мне сказали, что их мама, моя первая учительница, умерла в 1979 году. Вы понимаете, что это не просто рассказ. Это история. И написал этот рассказ Мишер. Подписывайтесь. Если возникают вопросы, задавайте их в комментариях.